Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на октябрь 2020 года для тельцов. Посмотрим, какой месяц вас ждет. Восьмерка чаш, как общая карта для месяца. Это начало месяца, середина и окончание. Карта для отношений, для работы, карта для финансов, для здоровья и карта итога месяца. Подсказывать будем на цыганской колоде. Итак, у нас восьмерка чаш выпадает как карта месяца. Восьмерка чаш, карта перемен, карта, когда мы должны что-то переоценить, когда мы должны, может быть, принять какое-то трудное решение. И это всегда карта как бы перемен именно внутренних, да, то есть внешние, да, они происходят, но даются они нам тяжело именно вот внутри, да. Потому что приходится менять что-то привычное, приходится заниматься тем, что может быть трудно, да, вот трудно выполнить, может быть, нужно себя даже иногда как бы заставлять, ставить какие-то рамки, и вот в этом проблема. Что еще здесь можно сказать, что в основном перемены будут происходить из-за деятельности или из-за обучения, да. Может быть, по этой карте очень часто кто-то из людей может на нас влиять, допустим, начальство, руководство, это может быть администрация, закон, государство, да, и вот в этом проблема. Что будет в первой половине месяца? Здесь у нас рыцарь чаш, карта очень хорошая для того, чтобы вот в семье, в каких-то личных отношениях получать сюрпризы, подарки от судьбы. Очень хорошие здесь могут быть встречи, какие-то предложения, которые нас радуют, творческие какие-то ситуации, да, с творчеством связанные, когда мы можем себя проявить, и что-то нам хорошее за это приходит. Но в любом случае мы здесь очень рады. Ну и в основном это, конечно, семейные праздники, семейные торжества, люди, которые приходят новые в нашу семью, предложения, которые мы получаем, может быть, от партнеров, и застолья разные, вкусная еда и так далее. А середина месяца у нас король мечей. Король мечей – это карта, в принципе, серьезная. Она требует, может быть, следование каким-то принципам, какому-то закону, может быть, внутреннему, да, нашим личным каким-то законам, или, может быть, следование закону, ну, там, государства, администрации или еще чего-то, да. В общем, здесь нам хочется свободы, но не всегда это получается. То есть мы, в принципе, можем как-то реализовываться, да, достигать своих целей, получать результаты, но мы все равно здесь должны напрячься, мы здесь должны следовать каким-то инструкциям и участвовать сами в своей судьбе, сами менять свою судьбу, да, влиять на нее и так далее. А если мы какое-то слово говорим, мы должны, ну, как бы отдавать себе отчет, какие последствия будут, да. Если мы, допустим, какую-то информацию передаем, мы тоже должны очень внимательно к этому относиться. То есть вот как-то контроль такой должен быть за собой, за своими словами, за своими мыслями. Это очень важно. И если у нас здесь какие-то проекты большие, особенно связанные с большим количеством людей, допустим, там организовать какое-то мероприятие, да, вот нужно проследить за всем. Нужно, чтобы был план, список, инструкция, если кто-то еще вам помогает в этом, да, чтобы каждый знал, что делать, каждый знал свои обязанности и так далее. То есть вот как бы вы будете таким человеком, который будет всем управлять, все распределять и так далее. Хорошее время для того, чтобы получать какую-то помощь от других людей. Это могут быть какие-то наши сторонники, да, люди, которые за нас горой. Или, может быть, это хороший адвокат, кому-то, может быть, нужен. Да. В общем, люди, которые нам могут очень помочь. Либо это организация какого-то совместного дела. Допустим, кто-то хочет начать свое дело вместе с кем-то. Да. То есть здесь не в одиночестве. Нужно действовать обязательно вместе с кем-то. Тогда все будет хорошо. Ну и, конечно же, здесь
Те, кто занимается интернетом, работает через интернет, любые вот какие-то новейшие технологии используют в своей работе. Вот самое замечательное время для того, чтобы в этой сфере реализоваться. Для рекламы очень хорошее время тоже. Теперь окончание месяца, двойка чаш. Карта тоже очень хорошая, которая говорит о том, что здесь будет, скорее всего, удовлетворение от того, что происходит в наших отношениях, в нашем доме. Если мы, допустим, творчеством каким-то занимаемся, опять же, здесь будет, может быть, даже какая-то прибыль хорошая, да. Причем нас все поддерживают, нам помогают, договоренности все работают. И, в общем, все, что мы ожидали от своего близкого круга, от семьи, да, вот здесь сбывается. Все это мы получаем. И много очень удовольствия в этом месяце, связанного с семьей. И в конце месяца это будет особенно заметно. Но несмотря на то, что здесь вот у нас перемены такие происходят в жизни, все-таки нам они даются довольно-таки приятно при поддержке близкого окружения. Все происходит. Для отношений выпадает семерка Пентаклей. Карта говорит о том, что здесь, скорее всего, в отношениях будет много обязанностей, да, когда мы, может быть, заботимся очень много о близком человеке, когда мы иногда, может быть, о себе даже забываем. Давайте посмотрим, что ждет тех, кто в поиске партнера. Девятка трефовая. Карта говорит о том, что будет, скорее всего, встреча по работе с человеком, который вот с вами работает, либо у вас одинаковые интересы, одинаковая профессия, но все-таки нужно опасаться обмана, потому что вполне возможно такое может быть, да, то есть лучше всего, конечно, встречаться с человеком один на один, да, вот, допустим, вы встретились, вернее, вы познакомились по переписке через интернет, и не нужно продолжать это знакомство вот именно не видя друг друга, да, нужно как можно скорее встретиться, чтобы вам лучше понять этого человека. Для тех, у кого уже есть пара, вот здесь как раз перемены большие. Скорее всего, вот этот гороскоп больше всего затронет тех, кто в паре, кто в семье. А здесь меняется окружение, может меняться даже местоположение, да, у кого-то переезд. Кто-то действительно вступает, может быть, в брак, или в семье какие-то перемены, приходит новый человек в семью. То есть очень много здесь как бы передвижек таких, именно вот у тех, кто в паре. Здесь может измениться образ жизни, может быть, из-за работы, допустим, да, или из-за смены социального положения, может быть, из-за переезда, да, из-за того, что, может быть, в работе что-то меняется, или, допустим, по работе нужно переезжать. То есть очень много здесь перемен, и это, скорее всего, будет сложно восприниматься, но, в принципе, карты хорошие. Справимся, да. А для тех, кто в ссоре, десятка трефовая, карта говорит о том, что пока что в этом месяце может быть трудно очень помириться, скорее всего, партнер будет отказываться от перемирия, или, допустим, если у вас есть к нему претензии, он будет отрицать, что какая-то вина у него есть, да, вот в том, что происходит. И вообще вы здесь даже можете врагами стать, поэтому, может быть, как-то этот месяц, ну, постараться, может быть, на себя переключиться, да, и не ждать слишком многого от партнера, не давить ни в коем случае, да, если вот он вам дорог, то, может быть, месяц этот пройдет, и потом что-то легче станет, но пока что вот все здесь сложно. Для работы выпадает десятка пентаклей, очень хорошая карта, денежная, когда мы многого добиваемся, когда мы заканчиваем какие-то проекты свои, денег зарабатываем и так далее, да. Особенно хорошая карта для семейного бизнеса, для перемен в работе, в деятельности, когда мы уже достигли потолка в своей профессии, и нам нужно как-то дальше развиваться. Десятка пентаклей – это у нас Меркурий в Козероге, а это как раз замечательная карта для работы, особенно здесь и повышение в должности может быть, это может быть назначение на должность, где мы управляем коллективом, увеличение клиентов, это может быть
кто-то начнет заниматься коммерцией, да, кому-то, может быть, в такое направление нужно будет пойти. Если кто-то, допустим, транспортом занимается, ну, как бы ваша тема в деятельности транспорт тоже очень хорошая, здесь могут быть изменения. Что еще хорошо по этой карте? Возможно, вас направят от работы на какую-то учебу, да, вот будет тренер очень хороший, который вам многое даст, вот в будущем для вашего статуса, для зарабатывания денег, это очень хорошо. Давайте посмотрим карту для тех, кто в поиске работы. Будет много возможностей реализовать себя. Прям отличный месяц для тельцов, те, кто в поиске работы. И нужно обращаться к посредникам для того, чтобы, ну, допустим, через сайты искать работу, через какие-то агентства, через знакомых. А для тех, у кого уже есть работа, шестерка бубновая, еще одна счастливая карта новых возможностей, каких-то замечательных результатов в вашей деятельности. И если даже какие-то трудности были, все у вас тут очень хорошо заканчивается, потому что это просто карта удачи. Для тех, кто своим делом занят, Джокер выпадает. Это карта, знаете, крупного выигрыша, да, то есть действительно здесь вот карта денежная одна, да, то есть это как заключение сделки какой-то большой, заключение проекта, либо это будет как раз вот начало нового направления в вашей деятельности. Допустим, вы уже как бы освоили одно и добавляете что-то другое, либо меняете направление, но в любом случае здесь вот счастливое время, счастливая карта. Может быть, вы даже новичок в этой области, но вам все равно может повезти. Может быть, учиться, конечно, придется, и нужно быть осторожными, да, то есть сильно рисковать нельзя, нужна поддержка, но, тем не менее, вот отличные возможности. Для денег выпадает старший аркан Иерофант. Карта замечательная для того, чтобы зарабатывать самим, для того, чтобы принимать подарки, помощь, какие-то ценности могут приходить в этом месяце, может быть, даже как наследство, может быть, как подарки, именно ценные. Те, кто на зарплате, да, очень хорошее время для того, чтобы улучшить финансовую сферу, могут приходить деньги. Вот еще одно подтверждение, по сути, карты очень похожи, это тоже подарочная карта. Это тоже карта исцеления вашей финансовой сферы. Так, и для тех, кто своим делом зарабатывает, восьмерка червовая карта говорит о том, что у вас, скорее всего, будет много соблазнов в финансах, да, нужно смотреть внимательно, куда они вас приведут. То есть нужно просчитывать наперед. Вот эта карта будущего тоже, да, то есть то, что вы будете делать, это как бы ваше будущее определяет в финансовой сфере в том числе. Поэтому смотрите, чтобы не было ничего неясного, чтобы не было никаких обманов или чтобы вы там действовали по закону обязательно, тогда все будет в порядке. Но как-то очень много эмоций по поводу денег, возможно, тоже какие-то неожиданные подарки судьбы, да, выигрыши могут быть какие-то. И для здоровья выпадает сама карта здоровья, отшельник. Да? Это карта как раз, когда мы внутри себя накопили достаточное количество энергии, да, и у нас благодаря этому здоровье крепкое. То есть это карта действительно исцеления, это карта правильно назначенного диагноза, правильной диеты и так далее, и так далее. То есть для тех, кто болеет, это выздоровление, для тех, кто здоров, эта карта призывает обратиться внутрь себя, то есть не расходовать внутренние силы, вот накопить как-то именно, может быть, отдыхать достаточно, да, быть в уединении достаточно, может быть, съездить куда-то нужно. В общем, от суеты нужно уходить, потому что от суеты здоровье портится ваше, дорогие тельцы, в этом месяце. По итогу месяца выпадает королева жезлов. Это значит, что вы будете действительно владеть ситуацией, то есть вы управляете всем, чем можете, да, то есть вы что задумали, запланировали, то и получили. Это карта, когда мы очень рады тому, что как бы удалось добиться в этом месяце, когда у нас есть уважение, когда нас действительно
считают человеком способным, да, и, в общем, карта действительно такого удовлетворения, радости, получения денег, карта, когда нас любят, карта влюбленности. В общем, очень хороший будет месяц, и тельцы даже в конце месяца оценят его по достоинству. Друзья, желаю всем замечательного октября, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.